Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Накануне трагической даты 80-летия начала Великой Отечественной войны мы вспоминаем тех, кто приближал победы на всех фронтах, в том числе и медиков. В Ингушетии, как и по всей стране, были призваны на фронт и находились в разных госпиталях врачи, хирурги, военные фельдшеры, медсестры и санитары. Огромен был вклад в победу женщин, медицинских работников. Сегодня мы вспомним историю подполковника медицинской службы, начальника военно-полевого госпиталя Фатимы Ильяновой. О подробностях ее жизни и военных достижениях нам расскажет гость программы, доктор исторических наук Зайнеп Зарахова. Приветствую вас. Зайнеп Магомед Тагировна, что нам известно о детстве Фатимы Ильяновой, в какой семье она воспитывалась и какое образование получила? Фатима Ильянова родилась в семье Хадышка и Ханифы Ильяновых. Семье очень состоятельной, и очень известным был Хадышка в народе, он был очень предприимчивым. Но вот девочка в раннем возрасте осталась без матери. И когда умерла мама, девочку забрала сестра отца. Она же была Калимат Ильянова. Вышла она замуж за Гуду Гудиева. А Гуда Гудиев был офицером российской императорской армии. О нем мы знаем как о мужественном человеке, очень известном. Он был участником русско-японской войны, Первой мировой войны, и он стал градоначальником города Баку. Так вот, его женой была Ильянова Калимат, ее называли Кали, и девочка растет у Кали, у своей тети. До 6-7-летнего возраста она росла у тети, и потом ее перевезут домой, уже во Владикавказ. Но вот детство их прошло вместе с Ахмедом Гудиевым. Ахмед Гудиев был сыном Гуды Гудиева и сыном Ханифы. Умер он в юные годы, о нем очень мало известно сегодня. Мы только знаем, что он учился на рабфаке, и есть фотография Ахмеда вместе с его сокурсниками. Образ Ахмеда Гудиевича сохранился на общей фотографии. Вот в середине мы видим Калимат, как раз-таки ту женщину, которая воспитывала Фатиму и Ахмеда. Ахмед Гудиевич, сын Гуды Гудиева, умер молодым. Но вот Фатиму привозят во Владикавказ, она учится в гимназии, получает хорошее образование, талантливая, очень способная. И потом она выбирает для себя путь медика. И снова возвращается в Баку, поступает в Азербайджанский медицинский институт в 1922 году. То есть она в числе первых выбрала эту дорогу и посвятила себя медицине. Но вот очень скоро ей пришлось перевестись в Ростовский медицинский институт, поскольку изменились семейные обстоятельства, она вышла замуж. И уже заканчивает она медицинский институт в городе Ростове-на-Дону. Некоторое время она еще находится в этом городе. Фатима получила диплом об окончании медицинского института и получила специальность врача, то есть первый профессиональный врач из числа ингушей. Потом, конечно, еще появится ряд медиков, очень известных в народе. Но вот несколько лет она еще остается в Ростове. У нее родился мальчик Мурат. Муж некоторое время был репрессирован и находился в тюрьме. И поэтому она до 30-го года еще оставалась в Ростове. После смерти мужа она возвращается в Горную Ингушетию. И в санатории Арамхи она работает врачом. То есть она была одним из первых врачей профессиональных в нашем санатории, который сегодня стал широко популярным. Я думала, можно было бы отметить память первого врача, будь то названием учреждения, ну или еще каким-то образом. Так вот, Фатима Ильянова работает, и работает она вплоть до 40-х годов. И в 1941 году ее призывают на войну. То есть начинается ее уже военный путь? Начинается ее военная жизнь. И военврач Фатима Хадышговна Ильянова находится в Кронштадте. И что интересно отметить в ее судьбе, она является начальником военно-полевого госпиталя. Она имеет ряд наград за свои отличия в медицинской службе, а медицинская служба очень высоко ценилась в годы Великой Отечественной войны. И, находясь в блокадном Ленинграде, она пережила все ужасы этого состояния
И не любила рассказывать о войне, но тем не менее она рассказывала о том, как выживали, как делились последним куском хлеба, как порой из сапог варили бульон, но как-то выживали. И так получилось, что она была крайне истощенной, и ее на военно-полевом самолете вывезли из Ленинграда. Несколько месяцев она восстанавливалась, и потом снова она возвращается на фронт, снова продолжает свою медицинскую службу в военно-полевом госпитале. И одна из ее наград, это орден Красного Знамени, была ей вручена за то, что она вместе с защитниками обороняла военно-полевой госпиталь, находясь на территории Польши. Так вот, на территории Польши как раз-таки закончился ее путь военного врача. Она демобилизовалась и вернулась на Кавказ. Но возвращение, конечно, было трагичным. Здесь не было ее родных, народ был депортирован. И она выживает, находясь то в Баку, то в Ашхабаде. И все-таки в 1952 году ее тоже обвинили и посадили, взяли в заключение. И, находясь в заключении, она, как врач, продолжала лечить людей. Она лечила заключенных, она все свои знания вкладывала, и благодарными оставались ей многие. Это потом уже по воспоминаниям мы узнаем, кто была тот врач, та женщина, которая помогала людям, лечила их. Но сегодня, говоря о Фатиме Лияновой, мне хотелось бы сказать слова искренней благодарности ее двоюродной сестре, которая все время была с ней на связи. И была на связи в то время, когда она жила уже в Кисловодске. А с 1953 года Фатима Лиянова жила в Кисловодске. Она была руководителем одного из отделений санатория имени Серго Орджоникидзе. И что приятно отметить, каждый раз, когда поступали в санаторий ее соотечественники, она просто всей душой радовалась и создавала все условия, чтобы людям было хорошо, тем, кто пребывает в этом санатории. И вы знаете, сегодня, говоря о Фатиме Лияновой, мне хотелось бы сказать слова огромной благодарности двоюродной сестре Фатимы Азе Лияновой. Аза являлась дочерью Мухтара, Фатима – дочь Хадышка, и эти родственные связи и отношения они поддерживали до последних дней жизни Фатимы. Фатима жила в последние годы в Кисловодске, очень красивая, обаятельная женщина, мужественная, сильная. Она всю себя вкладывала в свою работу. Она очень радовалась, когда в санатории имени Серго Орджоникидзе приезжали соотечественники, лечила их, просто создавала все условия. И все время в мыслях оставалась родина у нее. Вернуться она так и не смогла на свою родину, но завещала похоронить себя в Реданте. В родном селе, да? Да, в родном селении. Единственный ее сын Мурат увез ее награды, он жил в Москве, и, к сожалению, они для нас сегодня остались в известности, где они находятся сегодня. На этой фотографии Фатима Лиянова и Аза Лиянова. И на этой фотографии мы тоже видим, они на фоне памятника Фатима и Аза Лияновы. Вы знаете, о Фатиме Лияновой с заботой говорил и Идрис Базоркин. С заботой о ней говорили и Сейнароевы мне. Но более подробную информацию о Фатиме Лияновой мне все-таки дала Аза Лиянова. И сегодня, когда мы говорим о защитниках, о тех, кто себя отдавал и жизнь свою посвятил победе, то Фатима Лиянова является одной из героических женщин, врачей Великой Отечественной войны. А вы ранее упоминали то, что у нее есть, помимо еще ордена Красной Звезды, другие награды. Могли бы их перечислить? Да, у Фатимы Лияновой были такие награды, как орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, Великой Отечественной войны первой степени и за оборону Ленинграда. Все это, к сожалению, сегодня мы не можем иметь, и они остались в СМ, они остались в Москве. Угу. Она не любила рассказывать о войне. То есть она не вела какие-то дневники, да? Она не вела дневники, она не любила рассказывать о войне. И только пройдя с ней определенный жизненный путь, Аза понимала, как они выживали в блокадном Ленинграде, в каком состоянии находились раненые,
какая вообще тяжелая была вся атмосфера над городом. Но вот это все Аза собирала по ходу того, как она общалась с ней. А так, в целом, это были ужасы, о которых вспоминать Фатима не любила. Просто не любила вспоминать войну. Интерес к участникам Великой Отечественной войны у меня появился давно, но я бы сказала, что вот это и есть история жизни народа. Этнография, этнос, народ и в разных исторических событиях. Так вот, книга «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» появилась лет 10 назад. И книга эта была построена таким образом, чтобы разделами представить участников, уроженцев нашей республики. Это и медики Ингушетии в Великой Отечественной войне, это и интеллигенция Ингушетии в годы Великой Отечественной войны, и работники тыла, как они поддерживали тех, кто воюет на фронте. Ну и в рамках работы и поиска материалов о медиках Ингушетии, о профессиональных врачах, о медицинских сестрах, о фельдшерах, всех тех, кто принимал участие, ведь готовили их на ускоренных курсах. Все это вызывало у меня внимание, и открывались новые имена. И просто вот я очень благодарна и родственникам, которые в частных архивах, в личных архивах сохраняют материалы о тех, кто ушел на войну и воевал. И что касается медиков, то у нас вот есть материалы о сестрах Тутаевых, есть материалы о Нальгиеве, о других. Но вот, когда открываются имена, конечно, это нас радует. И сегодня мы продолжаем открывать имена, и нам приносят еще материалы. И это, конечно, приятно. То есть Работа продолжается. Приятно, работа продолжается. Это наш долг — открывать имена и доводить до потомков, какими были старшие их поколения. Ну вот таким образом я пришла и к судьбе Фатимы Ильяновой. То есть познакомилась с Азой, с Сейнароевым, и потом поднимала воспоминания наших писателей и видела, что она всегда была в судьбе своего народа и с народом вместе. В научно-исследовательском институте уделяется большое внимание участию уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне. Поиски материалов продолжаются. У нас работает целый отдел над этим направлением. У нас проводятся мероприятия. К нам часто приходят потомки многих из тех, чьи имена до сих пор еще открываются. И я думаю, мы получим новые результаты и будем знакомить телезрителей с их именами. Будем надеяться. Зайнеп Тагировна, благодарим вас, что пришли и рассказали нам подробнее о Фатиме Ильяновой. История Фатимы Ильяновой – это не только рассказ о войне и победах, но и о стойкости духа, любви к жизни и своей профессии. Ее путь напоминает нам о цене мира и важности сохранения исторической памяти. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!